Александр, первый вопрос. Самый дурацкий, который, наверное, тебе оскомину уже набил, про Dark Folk. Тебя очень часто спрашивают, я знаю об этом, потому что я в первый раз, когда ознакомился с твоим творчеством, это было описано как вот наш Dark Folk. Я послушал и подумал, что нет. Как не особо. Да, не особо Dark Folk. Тогда не особо в парадигме Dark Folk мирового. Ну, у меня больше все эти термины, которые применяются к моему творчеству, они носят какой-то больше иронический характер, поскольку я далек от контекста дарк-фолка западного, вот этого британского эзотерического подполья, там, если брать группы Dead and June, если брать Sol Invictus, ну, вот эти все команды. Я далек от их посыла, поскольку они описывали процессы там, заката Европы. Вот, а в России свой закат. И описывать его ну, в такой форме, в которой это делают западные вот, мои коллеги, это нелогично, как минимум. То есть, я не знаю, мне проще называться бардом, потому что в России каждый человек, который поет под гитару, он все равно обречен называться бардом. И это такое клише, которое подходит абсолютно ко всем. На Западе есть замечательный термин, он называется сингер-сонграйтер. То есть там автор-исполнитель, или человек, который поет под гитару, который в таком в относительном андеграунде, это вот сингер-сонграйтер. Вот. Но это сложный слишком термин, поэтому проще бардом называться. А Dark Folk я слушал периодически его, и достаточно много, но мое творчество, оно отличается. У меня нету, наверное, такого пафоса, как в Dark Folk, потому что у меня максимально несерьезные концерты, они соседствуют с каким-то радикальным стендапом. Вот. Я совершенно не стремлюсь к высокому слогу, как это делается в Dark Folk, там же такие очень пафосные тексты. Вот. Я не стремлюсь к этой серьезности, которая есть в мировом Dark Folk. В России тут единственное, что нас роднит с даркфолком, это, наверное, тяга к описанию апокалиптических тем. Вот. В России тоже свой апокалипсис, у него свои особенности, и поэтому я стараюсь его изображать максимально достоверно. Еще если брать из всех вот этих клише, которыми меня величают, если вот меня часто сравнивают с шансоном, потому что голос хриплый, это тоже очень просто. Да, это значит, да, шансон, там пофигу, что там были Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Вертинский, у которых этой хрипотцы не было. Вот, да. И поэтому меня по-разному называют, но на самом деле проще бардом, так гораздо проще, и мне кажется, что барды просто это тоже... У нас такое клишированное о них представление, что это люди вот с КСПшной тусовки. Грушинский фестиваль. Грушинский фестиваль, да, ходят в турпоходы, и они там и поют песни про свои маленькие походные радости, про лыжи у печки там и про все остальное. Я тоже пою про печки там. Носки над костром. Да. Вот, но меня от бардов разделяет, наверное, такая стена вот именно большая. Там тематика у меня другая. Вот у бардов все-таки там достаточно такие более земные радости. Вот. Ну вот, кстати говоря, тоже в одном интервью я прочитал то, что ты слушал Олега Медведева. Конечно, да. Это гордость земли иркутской, и я его слушал наравне с российским андеграундом всем. Тогда вот я помню, где-то в начале нулевых годов я вот очень стал увлекаться поиском каких-то новых интересных текстовых авторов. Ну, поскольку русский рок это такое прокрустово ложе, в нем уже давно нет людей, которые, ну, вот в официальном русском роке, которые поют, ну, пишут хорошие тексты интересные, и просто как-то перестало быть интересным наблюдать за этой официальной мейнстримовой сценой. Я тогда, помню, слушал всякие команды, которые переписывались на кассетах, там группа «Адаптация» из Казахстана, совершенно замечательная. Это одни из самых лучших текстов на русском языке пишет группа из Казахстана, которая называется «Адаптация». Вот. И на этом фоне я услышал записи Олега Медведева. Это была, по-моему, «Зеленая дверь» или какой-то другой альбом, или «Кайнозой», я точно не помню. Они самые первые. Да. Вот. И мне очень понравилось, что-то в нем было такое, что его качественно отличало от всей вот этой основной бардовской волны, которая поет про лыжи у печки и про свои тихие инженерские радости. Вот что-то в нем было настоящее. Самобытность, да. Да. Ну, я вот, собственно, почему вспомнил Олега Всеволодовича, потому что он очень не любит, когда его называют бардом. И он я понимаю, потому что бард это в России стал порочный термин, такой уничижительный, который больше относится к вот этим КСПшникам, у которых есть, наверное, такие очень неоправданные претензии на хороший музыкальный и текстовой вкус. Да, вот, потому что худший, ну, вот я сколько слышал бардов,
вот, на всяких смотрах, конкурсах, то есть они в жюри сидят. Это страшные, прости господи, фашисты в плане какого-то, вот в плане своих эстетических предпочтений. Ну, снобы. Снобы, да, Деликатнее. да, если деликатнее выразиться, то снобы, безусловно. И на Грушинском фестивале одному моему знакомому там предложили пройти прослушивание, чтобы он там начал играть. Я говорю, зачем тебе надо проходить там прослушивание, когда ты собираешь в Москве больше на свой сольный концерт уже там, чем любой из этих людей, который там сидит, пьет водку Белуга за 700 рублей. И раз в год он там король, и все, у него больше в его жизни ничего не происходит. То есть зачем ты ему должен что-то доказывать? И вот Олег Медведев, это я вот тоже раз Грушинский вспомнил, я там был единожды, и единственным светлым пятном там было именно выступление Олега Медведева в 2012 году. Еще группа «Серебряная свадьба» была из Белоруссии, но вот подлинной изюминкой для меня было это выступление Олега Медведева. Он очень интересен, очень самобытен и качественно отличается от бардов. Просто волею судьбы, как любого человека с гитарой, его в эту тусовку, наверное, как-то затянуло. Вот, очень хорошая. И вот я бы хотел какую-то небольшую параллель провести, то, что и у Олега Всеволодовича есть такой собственный мир, как бы своя мифология в его творчестве, и у тебя это тоже есть. И при этом подход как будто бы немножко разный, то есть если там больше такая, ну, максимум светлая тоска и какие-то размышления, там, поезд на Сурхарбан. Да. Но у него еще есть такая большая любовь к Советскому Союзу. Он его свято любит и видит в нем все только лучшее, насколько я это понимаю. И просто мы немножко разных поколений, и меня больше привлекает вот именно эстетика 90-х. Вот, потому что это детство мое, и я родом из 90-х. И это все-таки уже другая сторона была. И поэтому, может быть, у нас и разнятся. Ну, может, как раз поэтому, потому что ведь и для него Советский Союз — это детство, конечно, и для тебя это детство. Да. У кого какое, мы все мы родом из детства, и у кого какое детство, оно, наверное, это и влияет на дальнейший творческий поиск и на творческий процесс, и уж тем более на создание какой-то своего особого мифологического пространства. Ну вот и почему я вообще решил поднять эту тему, потому что во всем твоем творчестве прослеживается вот это конкретное противопоставление каких-то ярлыков навешиваемых и того, что есть на самом деле. То есть мы выяснили, что Dark Folk — это немножко другая тема, потому что там в первую очередь сеттинг какая-то, постмодернизм, то есть без вещи, без какой-то. У тебя наоборот творчество такое максимально почвенническое, я бы сказал. Я очень рад, что вы это заметили, потому что я там, оперируя всякой постмодернистской терминологией, все равно остаюсь в русле почвенничества. Потому что постмодерн, он сам по себе, это не особо уютный мир для меня. То есть там нету ни Бога, ни человека, там вообще нет никого, там пустота великая. Вот, и, естественно, там я оперирую какими-то постмодернистскими силами, поскольку сейчас вот это как бы лучшие люди их понимают. Поскольку более такой близкий язык. Более близкий язык, да, к современной ситуации, культурной и вообще там. То есть мне порой даже самому там непонятно, как у меня все это сочетается, такой постмодернистский подход, интертекст огромный там, как одна из самых центральных категорий, и постмодернистский. Вот. И плюс еще я все равно остаюсь в русле почвенничества. Просто мое отличие от постмодернистов, таких, наверное, я не стремлюсь уничтожить все это, то, о чем я пою. То есть я это люблю все таким, какое оно есть. Вот. И я люблю свою родину, несмотря на то, что я пою про неприглядные стороны жизни. Вот. Я просто понимаю, что везде так. Вот. И при этом я не хочу, чтобы все это погибло. У меня возникло такое ощущение, когда я слушал твои песни, что там очень много сатиры, наверное, даже больше, чем... То есть, сарказма. Да, сарказма какого-то. Да. То есть, если все там принимать за чистую монету, то можно к очень каким-то неутешительным выводам. Конечно. Без сарказма сложновато. Вот, И тоже вот, такое. Да, у меня такой вопрос. Не боишься ли ты, что тебя слушатели могут понять превратно? Вот так... И понимают. Понимают по-разному очень, да. Например, когда у меня вышла сатирическая песня «Президент обо мне не заботится и во всем виноваты жиды», некоторые люди вполне серьезно мне писали: вот правильно ты прошелся, так и есть. Я говорю, да я вообще-то с сарказмом, с иронией на все это смотрел.
Ну, то есть я не думаю так, это просто тип людей, которые... Песня про определенного типа, про определенный тип людей, который во всех своих бедах винит кого угодно, только не себя. Вот, и пытается какие-то свои бытовые проблемы сваливать на самого главного. Бытовые там какие-то проблемы его личностных качеств там, валить на самого главного. Это всегда удобно. Это вот люди на Сталина валят все самое страшное. Вот, что было там. Доносы, жертвы человеческие, неправильный поворот в истории, ну, все что угодно, там, вот на одного человека, на Сталина, это проще там свалить. Вот, наверное, вот, да, просто кто-нибудь бы деда своего спросил, а писал ли ты доносы? Конечно, дедушка лучший сам, он не писал, и все вроде не писали доносов, ну, это знаменитая цитата, да, можно это винить Сталина. Цитата, да. Просто вот бывает такое, что люди привыкли кого-то видеть. И это вот про одну песню, да, некоторые превратно восприняли. Или вот я написал песню «Пойдем на войну», в альбоме уже поздно она. Там как раз, когда в Украине только все начиналось, и еще тогда была какая-то зыбкая надежда на то, что можно сдержать этот конфликт. Вот. И меня как-то на этой волне понесло, я написал песню. И там тоже мне с одной стороны люди писали, с другой. Они там, кто-то нашел что-то свое. Там, и говорит, правильно ты этих ватников. Там, или наоборот, правильно ты этих укропов. Там. Я говорю, а песня-то немного не про это, а это про тех и про других. Невежество, оно везде одно и то же. Вот. И люди, как некоторые, просто что они хотят услышать, то они и слышат. Кто-то в моих песнях слышит просто мат. Вот, то есть ничего, что там, ну, как бы, кроме мата есть что-то. Ну, я полагаю, что там есть еще что-то, помимо мата. Как у Эдди Мерфи, я, знаете ли, между матами еще шутки успеваю. Да, вот и все. И поэтому всегда найдутся те люди, которые поймут неправильно. Вот. И любую песню можно понять неправильно в меру своей испорченности или найти в ней какие-то тайные грани, о которых даже не подозревал автор. Вот, например, я слышал как-то переделку песни «Там, где клен шумит над речной волной», и клип там на нее был сделан такой чикатиловский. Я никогда не думал, что эту песню смогут спеть маньяк. И там песня передает вообще маньяческий окрас какой-то. И я думаю, нифига себе, действительно. Ну или там классический пример, там песни Малежика. Там, лилипутик, леденец лизал лиловый. Поклонники Фрейда, наверное, нашли бы свою трактовку этого текста. И ничего там в этом такого нет. Или «Нистовый зверь мой повелитель». «Моя колыбель, твоя обитель», песня «Плохая девочка», группа «Винтаж». Про неистового зверя, мой повелитель, зверем называют дьявола. Вот, и она как бы присягает на верность дьяволу. Вот, то есть такой момент. Или там, я 1000 раз приводил этот пример, там, «Я куплю тебе новую жизнь, отрекись от него, отрекись». Там тоже такой момент фаустовского искушения можно найти по всей песне. Поэтому можно по-разному понимать мои песни, там, но на концертах там немножко все более ясно становится. Когда там монологи идут, какие-то объяснения. Вот, ну, мне радостно, что вообще хоть как-то что-то понимается. Ну, то есть тебя не расстраивает какая-то возможная ложная трактовка? Невозможно, ну да, в моих песнях, ну просто невозможно их трактовать как-то по-одинаковому. То есть люди очень разные есть, и они могут там находить что-то свое или то, что им противно. Может быть, за что-то они цепляются больше. Это неизбежно, мне кажется. То есть там никто, наверное, не написал такой песни, которая бы всем понравилась и всем бы была полностью понятна. Но если кто-то такую песню напишет, то она, наверное, должна быть максимально лозунговой какой-то там, то есть и полностью отсутствует фантазия тогда у автора. Вот. Когда ты работаешь с образами, там естественно, что у всех есть свои трактовки того или иного образа, и что-то человек может пропустить мимо ушей, поэтому это нормально вполне. Вот. Главное, чтобы не убивали под них там, и уже хорошо. Хотя можно убивать под песни Малежика легко. Вот. Наслушаться песен Малежика, нажраться наркоты какой-нибудь и пойти убивать. А ты мне нравишься, и это мне не нравится песня. Вот. Все, убивать. В формуле наркота и убивать, в принципе, можно что угодно третье конечно, вставить. Конечно, безусловно, да. И тут часто зависит все от личности. Вот, допустим, у группы Металлика была же ситуация, что под их песни там кого-то убили. Вот, а под песни Мерлина Мэнсона какие-то подростки покончили жизнь самоубийством. Под песни Энигмы, насколько мне известно, там было совершено какое-то самосожжение. Да, самосожжение было. И я не думаю, что Энигма вот сидела, вот они сидят, блин, давайте напишем такую песню, чтобы там какие-нибудь чуваки в Оклахоме взяли себя и сожгли. Или там Металлика думает, так, надо написать тут песню, чтобы заработать на ней много денег, и, наверное, чтобы было несколько убийств. Чтобы Даймбэга Даррелла застрелили под это. Да. Мне кажется, это больше такие, наверное, уже пишут люди,
другого порядка там такие песни, вот, мощные. Ну, раз уж мы вспомнили Сергея Донатовича Довлатова, давай поговорим о литературе немножко. Добро. Добро. Из интервью и из текстов твоих песен становится понятно, что ты много читаешь. К сожалению, не особо. Сейчас времени не стало у меня. Вот. Раньше мне просто надо было много читать, когда я в университете учился. И, да, было на журфаке, вот, и там просто у нас, естественно, факультет назывался факультет филологии и журналистики, и была такая достаточно большая программа по русской литературе и по зарубежной. Вот. Ну и тогда мне по воле случая приходилось там много читать. Конечно, не все читал, что нам задавали, но сейчас жалею об этом, потому что много упустил. Вот. Ну, что-то удалось прочитать. И сейчас там периодически я вот тоже что-то читаю. Сейчас вот прочел несколько книг по теме Григория Распутина. Вот, меня просто интересовала всегда эта историческая личность. Вот. А сейчас вот начну читать книгу Захара Прилепина «Взвод». Захар подарил ее недавно, и вот уже собираюсь. Ну, расскажи, какие книги на тебя произвели наибольшее впечатление в эмоциональном плане? Не в плане там, знаний или чего-то, а вот в эмоциональном, да? Ну, там было несколько, это если вспомнить поэтапно. Первая книга — это «Волшебник изумрудного города». Вот. В детстве сам я в 3 классе прочитал, и мир перевернулся. Вот. Но потом я, когда Клейм дышать стал, там стало понятно, о чем Волков говорил. Про волшебниц Гингем и про мудрых Гудвинов там, про всех. Вот. Потом была книга страшная. Я ее прочитал в 8 классе, и некоторые меня до сих пор подсказывают: лучше бы ты тогда Бердяева там прочитал. А я тогда уже начал тяготеть к тому, что надо умным быть там. И я взял, что, Фридриха Ницше, так говорил Заратустра. Вот. Для 8-классника это была эйфорическая информация. Я все тогда понял, осознал, человек — это то, что должно превзойти. А вот каким макаром, я и не понимал. Ну, вот да, вот. Мироощущение Да, сформировалось. конечно, да, там было такой резкий отрыв от одноклассников, я на них просто там, пардон, как на говно смотрел, то что они слушают «Руки вверх», а я, а я уже читал Ницше, вот, одну книгу прочел, «Гордость» и «Эйфория» от одной прочитанной книги. Вот, потом уже дальше меня поразила поэзия Артура Рембо, вот, ну, сборник его стихотворений самый обычный. Вот, Франсуа Вийон, то есть французский символизм, он очень сильно повлиял. А вообще там я вот любил слушать русский рок, который был текстоцентричен изначально. Ну, это Калинов мост, там Егор Летов в какой-то степени, тоже Башлачев. То есть для меня эти люди, они как раз и были ориентирами в плане текстов, поскольку мне все равно было скучновато воспринимать вот поэзию в чистом виде, когда ты ее читаешь по листочку. Мне все-таки нравилось, когда есть какая-то ритмическая и мелодическая окраска. Ну, так мне легче заходило. Я такой человек, что больше вот именно вот в меломанском плане вот любил что-то для себя познавать. Вот, да. Но это из эмоционального плана, да. Потом была книга Ульриха фон Гутена «Вадиск или Римская Троица». Это такой средневековый писатель. Еще была Эразм Роттердамский «Похвала глупости». Это вообще книга на меня произвела громаднейшее впечатление. Вот. Там была центральная мысль, что народ больше любит своих шутов, чем своих мудрецов. Вот. Например, Владимира Вольфовича Жириновского это можно наглядно просто наблюдать. Вот. И вот она на меня прям произвела впечатление большое. Вот. Потом из последних книжек, ну, Шаламов, «Колымские рассказы». Очень хорошая книга такая. Вот была. Потом мне безумно, конечно, понравился вот, Санька Захара Прилепина. Вот тогда в эмоциональном плане это был такой последний, наверное, мощный всплеск. Вот. Из самых последних прочитанных вот, за последние годы это книга Евгения Водолазкина «Лавр». Потрясающее произведение. Она вот, повествует о средневековом целителе Арсении, вот, и который проживает свою жизнь каждый день очень плодотворно. Вот, сначала в ипостаси целителя, а потом в ипостаси юродивого уже. Очень нужная, своевременная книга, хорошая. Вот «Лавр» Евгений Водолазкин. Но это из последнего, что произвело на меня такое масштабное, вот, эмоциональное впечатление. В последних твоих альбомах наблюдается больше поворот такой в сторону более какого-то оптимистичного, наверное, конечно, творчества. Конечно, я старый уже. Вот, с чем это связано? Жизнь поменялась. Просто не то, что она стала более фартовой, более замечательной, просто с годами все равно человек, наверное, я думаю, если он не дегенерат, вот, он должен становиться добрее и терпимее.
к людям. То есть вот эти все вещи, там, агрессия, жесткость, это дело молодых и юных. То есть у меня произошло так, что я, когда писал свои вот, там, такие песни, которые дали мне известность, там, ну, еще там в середине нулевых годов, я тогда все-таки был таким нигилистом, постмодернистом, безбожником, таким базаровым, прям только лягушек не резал, слава богу. Вот. А потом уже, и я, по сути, жил в Волгограде и никуда так и не выбирался. Вот. И мне казалось, что весь мир — это вот мой Волгоград, и что там вот на стройдетали вот тут варят, тут, короче, кого-то убивают, тут немые живут, тут алкоголики. И мне казалось, что по-другому быть не может. Потом, когда я начал уже выезжать на гастроли, вот, а потом, когда начал вообще жить такой жизнью, я поездил по стране по своей, поездил по зарубежью и понял, что хороших людей очень много. То есть эта жизнь, которая, когда я постоянно в дороге, она мне помогла это понять. И это не относится не только к моим слушателям, не только относится к организаторам, а вот именно относится к тем людям, кого я там в плацкартах встречаю. Вот, общаешься с ними, смотришь, и это очень разные люди все, но большинство из них хорошие. И вот эта жизнь в дороге, она как раз меня вылечила там, от вот этих всех моих старых человеконенавистнических вещей. Элементы, конечно, остаются, понятно, но мягче я стал чисто из-за того, что я постоянное время провожу в дороге, общаюсь с многими людьми и понимаю, что, в общем-то, мир не так уж и плох, как кажется. Вот. Это, естественно, отразилось на песне, потому что если бы я гнал старую волну свою, то это было бы с моей стороны нечестно по отношению к самому себе и к слушателям. Вот. То есть я там не боюсь этого признавать. Раньше я там был безбожником, да, сейчас вот у меня вообще полярно другие взгляды, полярно. Сейчас Великий пост, я его держу. Вот, и, в общем-то, опять же, я вот 10 лет назад я про это вообще не подумал бы. Вот. Я никогда бы не подумал, что у меня так все будет. Вот. И в этом плане, опять же, дорога излечила от этих всех каких-то ложных человеконенавистнических теорий. Вот понял, что людей хороших много, и в достаточном количестве их встречаю. И мне этого достаточно для того, чтобы понимать, что Россия — это вообще великая страна. Огромная, великая, с огромным количеством хороших людей. Вот, и больше хороших, чем плохих. Просто я, опять же, возвращаясь к самому первому вопросу, в котором мы говорили про почвенничество, да, то, что я все это принимаю таким, какое оно есть. Это моя родина, и она не хорошая, не плохая, она есть уже. Это как мать, мать она одна. Вот. И также я понял то, что народ у нас хороший в основном. Вот, люди хорошие. Просто те люди, которые критикуют Россию, критикуют, что все плохо, которые восхищаются фильмом «Левиафан», они за МКАД, наверное, не часто ездят, многие из них. И думают, что где-то там вообще дикая жизнь, и все плохо, как им по телевизору показали. Да не, везде есть люди, и людей больше хороших, чем плохих. В этом я убедился, и мне, наверное, было это. На это потребовались годы, вот, чтобы покататься, посмотреть. Но это вот как такое было странничество на Руси, что там человек куда-то втопил за поиском правды и живет так. Вот. И да, путешествия по родной стороне, они излечивают. И общение с людьми, оно очень излечивает от всего этого человеконенавистнического постмодернизма. Вот. У меня так все было. Так что так. Ты счастливый человек? Я? Да, в большинстве своем. Вот. То есть какие-то фундаментальные вещи, которые нужны для счастья, они у меня практически есть. Да. Ну, естественно, я мечтаю о каких-то более масштабных там вещах, чем личное счастье. Потому что есть вещи, которые выше человеческого счастья, выше моего счастья. Вот. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы все это произошло. Как ты считаешь, что необходимо для достижения какого-то более или менее неиндивидуалистического счастья? Вот. Это громадные усилия отдельно взятого человека. Вот. Я только на себя в этом плане надеюсь. То есть сегодня буквально мы с моими друзьями общались и вспоминали тему ЗОЖа, такого радикального. То есть я там не пью уже 6 лет, но я по этому поводу всегда иронизирую. Я не хочу это навязывать другим, это моя тема. Но при этом, когда я бросил, там со мной бросили еще какие-то люди. И они поверили мне, что это возможно, видя, что я там живу нормально, я грустный не стал от этого ни капли. Вот, и просто надо понимать то, что изменения в тебе, они паровозом там повлекут изменения в твоем окружении. То есть, как бы, и спасись сам, и спасутся тысячи, как говорил Серафим Саровский. И мне кажется, что вот это и есть рецепт. Все равно все зависит от отдельно взятого человека, от его стараний, насколько он сам будет себя менять. И самое важное, все перемены, они начинаются с того, что ты должен знать вообще, кто ты, и зачем ты вообще живешь, и кем ты должен быть.
Вот. Что тебе делать? 90% людей, ну, по моим наблюдениям, я просто могу об этом судить, поскольку я вот, ну, катаюсь по стране и общаюсь там, в принципе, с огромным количеством людей в поездах, везде. Они просто, ну, некоторые из них, там, им уже лет 50, они не знают, кем они хотели быть. То есть, а у них есть работа, и они оправдывают этим свое существование, что вот мне нужно что-то жрать. Но жизнь по жратве не обязательно мерить. Вот, то есть, там, и я когда работал на нелюбимой работе, я пил каждый день, и мне казалось, что это все правильно. Вот. А пил я потому, что я чувствовал себя неуютно. Вот. А потом, когда я оттуда ушел, у меня резко прям изменения пошли. Я просто понял, что не надо притворяться, нужно заниматься тем, что тебе действительно хорошо. Я в журналистике работал, но потом я просто понял, что это не мое. Ну, быстро очень понял и решил освободить место более достойному человеку. Вот. Ну и опять же, мне там какое-то время понадобилось понять, что журналистика — это прекрасная профессия, просто все зависит от личности журналиста, от его стараний. И от его стараний будет зависеть репутация всей профессии. Вот. Я просто понял, что я недостаточно любопытный, недостаточно циничный и недостаточно охочий, наверное, для добычи информации, поэтому не надо мне этим было заниматься. И я ушел, потому что нафиг надо. И это как в футбольной команде. Я с футбола тоже, в детстве футболом занимался, я ушел, потому что понимаю, что я отбываю свой номер и притворяюсь. А из-за этого страдает игра всей команды. Вот, то есть, я центральный защитник, на мне оборона висит. И если человек каждый будет так знать, что вот он должен быть на своем месте. Вот, а это не так и сложно узнать. То есть у тебя детская мечта, ты берешь и выполняешь, стараешься. Вот, если есть две руки, две ноги, голова на плечах, Бог в сердце, вообще никаких проблем с этим нет. Ну, тут есть такой нюанс. Вот ты сказал, что жратвой вот это вот все не стоит мерить. Вот тут очень у многих людей же такая ситуация, что мерят не только своей жратвой, но и жратвой детей, своих, это понятно, семьи. Да, безусловно. Да. Вот да. что, как тебе кажется, Да, делать? безусловно, ну просто вот смотри, мне кажется, это такое оправдание тоже очень слабое для всего этого. Вот, допустим, приходит отец злой с работы, там, да, вот садится, пиво пьет, смотрит телевизор. Во-первых, он уже на пиво потратил деньги. Вот. И, наверное, это не одна бутылка у него там. И вот там что-нибудь ребенок там двойку получил, он говорит: я же для тебя стараюсь, пошу, чтобы ты был. Я вот... Или там, когда его спрашивают, зачем ты живешь, я для детей живу. Он просто не знает, зачем он живет, и поэтому он отмазывается детьми и ими прикрывается. Или там, ну вот, надо же как-то деньги зарабатывать. Да надо, масса способов. Можно их зарабатывать вполне. Можно монетизировать свое хобби, монетизировать свою мечту. Это вполне реально. Абсолютно. Взять вот всех известных музыкантов, там, людей из шоу-бизнеса, там, ну, многие из них просто мечтали быть там. И поэтому они там. Просто в достаточной степени прилагали усилия, усердие, чтобы это все совершить. И я говорю, если там две руки, две ноги, вот, голова на плечах, то все нормально. То есть там бывает вот мечта, то, что человек хочет стать футболистом, у него там нет одной ноги. Да, или просто там травма какая-то, которая не давала спать. Ну, можно стать прекрасным спортивным журналистом, если он волокет в футболе. У меня вот такой приятель один был, он там не получилось футболером стать, он пошел в журналист и вполне себя гармонично там чувствует. И даже, наверное, жалел о тех годах, которые потратил впустую. Вот. И здесь, опять же, финансовый момент, он, ну, там все решаемо абсолютно. Просто нужно быть беспощаднее к себе и больше проявлять там усердие. Я как раз про это хотел спросить. Недавно с удивлением в твоем интервью заметил цитату Андрея Николаевича Кочергина по поводу того, что сильный человек — добрый человек. И уж раз мы начали говорить немножко про спорт, и вот сейчас ты про абсолютную беспощадность сказал. Расскажи, как ты считаешь, вот, ну, я лично считаю, что для гармоничного развития личности необходимо заниматься спортом. И вот расскажи о своем опыте вот в этой области. Это моя больная тема на самом деле. Я сильно завидую тем людям, которые живут в регулярном графике. Потому что у них есть маза нормально заниматься. 3 раза в неделю хотя бы ходить, там железки тягать в спортзал. Вот. У меня такой возможности нет нифига. У меня в лучшем случае месяц в году, когда я могу там спокойно, без кипиша, вот в таком режиме позаниматься. Больше, к сожалению, никак. У меня склонность к полноте, поэтому я там все время заплываю. И, блин, раз в год там надо месяц хотя бы там побегать. Это здоровская штука. То есть спорт хорошо дисциплинирует, и это просто здоровый источник энергии. Ну вот я хотел спросить, влияет ли это на твое творчество? Безусловно. И каким образом? Вот. Знаешь, на творчество, наверное, все-таки не сильно, потому что песни про гантели и гири я не пишу. И про футбол даже нет ни одной песни, да, у меня. А так, в целом, влияет просто на тонус и на то, что я больше дел успеваю сделать. И мне самому в кайф.
Вот. Просто нету возможности плодотворно заниматься. Вот. Потому что я постоянно в разъездах, в гастролях, и пока я еще не научился, наверное, так вот, не научился выстраивать такой адекватный график жизни. Может быть, когда-нибудь я перестану ездить в таком большом количестве и тормознусь и буду заниматься. Я вот завидую в этом плане Кинчеву. У него, говорят, в деревне у него есть свой спортзал дома. Свой дом и свой спортзал, это круто. Ну, у Прилепина тоже есть свой спортзальчик небольшой. И вот я у него был, когда в гостях, тоже дом свой и спортзал. Вот это классно. А так на творчество, на само это не влияет. Так же, как, кстати, алкоголь, он совершенно не влиял на мое творчество. Все в трезвости пишется. Абсолютно, да. А творчество там, это немножко другой момент. Там по-другому добываешь это состояние. Вот Великий пост сейчас это идеальное состояние для творчества, потому что в нем ты себе там отказываешь в каких-то земных вещах, и происходит такая определенный выход в нужное состояние, когда песни пишутся легко и просто. Ну вот я услышал у тебя такую фразу, что идеальные условия для творчества — это аскеза. Считаешь ли ты себя аскетом? Вот. Аскетом, к сожалению, нет, но я к ней периодически прибегаю вот в таком случае. То есть аскеза, она чем хороша? Потому что когда ты вот в аскетичном состоянии пребываешь, в состоянии аскета пребываешь, ты имеешь такую потрясающую остроту восприятия жизни. Вот. И для творчества важна именно вот эта острота восприятия жизни. Аскеза, она чем хороша? То есть мне, допустим, не канает там водка, наркотики, я этого всего не употребляю. И поэтому в чем-то там себя отказывать, в чем-то себя ущемлять, это постоянно. А так я даже в туре, там, это тоже определенная аскеза, я сплю там считанные часы в неделю, вот, и постоянно в таком подвешенном пограничном состоянии тоже пребываю. Вот аскеза, да, идеальное состояние, потому что когда у тебя много денег, когда у тебя очень много выбор блюд какой-то, то тогда ничего не пишется. То есть и сытое брюхо, оно очень глухо к творчеству само по себе. И человек теряет остроту восприятия жизни. И чтобы ее не терять, нужно постоянно находить какие-то способы. Вот Артур Рембо, я его часто в пример привожу, он для того, чтобы выходить в состояние ясновидца, как он там, у него была своя концепция ясновидца, то есть идеально для творчества состояние, он просто себя истязал. По ночам это были развлечения, наркотики там и все прочее, там, порево с Верленом. Вот, а еще, а днями он работал грузчиком каким-то, подрабатывал. И вот он постоянно в таком подвешенном состоянии был, и благодаря этому он выходил в такое идеальное для творческого процесса состояние. Вот. У меня же как там происходит? Я просто много работаю, много катаюсь, а Великий пост — это самое идеальное вообще время, когда песни пишутся. Вот. Давай вот напоследок поговорим про музыку. У тебя достаточно такой минималистичный на данный момент подход, достаточно. В принципе, да. На живые концерты я же вообще один езжу с гитарой и все. Вот, допустим, вот Захар Май, к примеру, он тут тоже ездит с гитарой, и больше у него никого нет, хотя у него был очень классный проект Шивор, да, и очень такой драйвовый, и мне кажется, что он не потерял, конечно, драйва этого, но уже его только вживую можно почувствовать. То есть в записи уже этого нет. Можешь ли ты своим слушателям, там, не знаю, на будущее пообещать какие-то проекты экспериментальные? Электрические или прочее. Я про это думаю непрестанно причем. Просто, опять же, я в этом плане человек прагматичный. Я понимаю, что если содержать электрическую группу, она должна быть жизнеспособной. И то есть, во-первых, это люди, которые должны быть готовыми к гастролям, и вообще знать эту музыкантскую долю. Каким образом там перемещаться с города в город. То есть, чтобы это для них не было таким туром выходного дня. Чтобы я, допустим, я приезжаю, а они там бегают там, по вытрезвителям, их потом лови там, или по девкам. Просто такие ситуации уже были там у моих знакомых музыкантов, и это все примерно представляю. То есть они должны знать эту долю и быть готовыми к такой жизни. Это мне-то пофигу, я втопил и поехал. А чтобы быть к такой жизни готовыми, они должны все-таки быть как-то уверены в том еще, что есть какая-то финансовая подоплека вопроса. То есть и группу надо содержать, я в этом полностью убежден, потому что работать на энтузиазме человек может какое-то время. Если выхлопа нет от энтузиазма,
то все, то он перестает это делать. Я просто сам по себе всю эту тему знаю и все. Ну, вот ты говорил, что очень много в России прекрасных людей, и неужели ты не думаешь, что найдутся профессиональные музыканты в России? Да беспроблемно, просто я более прагматично на это смотрю. Все. То есть это нужно содержать состав, это нужно люди, которые знают музыкантскую долю, потом люди, которые понимают, о чем речь. То есть понимают, за что идет война, за что идет Рубилова и вообще о чем песня. Вот. И в-четвертых, там они, конечно, они должны хорошо играть. Вот. А я там не педагог Макаренко, что всех учить. Вот. И поэтому очень сложно соблюсти все эти пока пропорции. Ну и плюс у меня сейчас пока недостаточно свободного времени, чтобы всем этим заниматься. Вот. Тем более там у меня такие мечты есть, но пока что они еще не находят воплощения. Вот. У меня сейчас там тоже на новый альбом, я могу там подтянуть музыкантов каких угодно там на запись, но чтобы это был жизнеспособный концертный состав, это пока что, пока на это у меня нет времени и сил. Вот. В принципе, когда я достаточно этого захочу, все будет. Вот. Но мне главное, да, музыканты, чтобы они там понимали, о чем речь, знали музыкантскую долю и обязательно были готовыми к тому, что, наверное, дико больших гонораров не будет. Но это вот в основном молодые музыканты, они все думают, что все, вот они создали группу, они на гастроли едут, и у них уже будут какие-то очень большие гонорары. А то, что там артисты даже, музыканты даже очень известных артистов получают совсем немного денег. Ну, мы напомним нашим зрителям, что мы находимся в Якутске, и сегодня второй концерт Бранимира, который начнется вот уже с минуты на минуту. Скажи, что ты ждешь от сегодняшнего выступления? Вот сейчас ты спустишься, начнешь играть, что ты ждешь? Вот. Я не знаю. Я смиренно выполняю свою работу. Вот, опять же. Вот. То есть я как бы в зале не совсем присутствую, когда концерт. Вот. Я думаю, все хорошо будет. Вчера было все спокойно, хорошо. Вот. Я никогда не ожидаю, что там придет народ. Вот, обычно там, у меня на первом концерте в Москве, помню, было что-то 8 человек всего. Вот, а потом уже, когда там сотнями пошли, тогда уже как-то я все это спокойно воспринимал. Вот, если сегодня будет немного народу, это ничего страшного. Они же ко мне пришли, либо волей случая их принесло именно сюда. Вот, поэтому я нормальный. Вот, я всегда в ровном состоянии, так что все будет хорошо. Вот, сверхэмоций я никогда не ожидаю, поскольку они там у меня в этом плане отсутствуют уже давно. То есть я там должен все сделать, и я просто не могу не сделать. В любом состоянии, при любой температуре и в любых кондициях, погодных условиях, да, в любом месте. Так что так вот. Все будет хорошо, в этом я полностью уверен. Так что все будет отлично. Ну что ж, Саш, желаем тебе хорошо провести концерт. Спасибо большое за интересную беседу. Вам спасибо за нее, потому что не всегда удается побеседовать интересно.